Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ассаламу алейкум. Тема сегодняшнего круглого стола – сирийский кризис. Я рад поприветствовать наших гостей на НТРК Ингушетия. Справа от меня религиозный деятель Харсиев Магомед Даудович. А дальше от меня сидит представитель муфтията Аушев Хасан Умарович, представитель комитета по делам молодежи Чербижев Магомед Мусаевич. Слева от меня представитель Федеральной службы безопасности Дугов Ильяс Владимирович. Следующий представитель общественной палаты Муцольгов Иса Магомедович. Ну и последний участник, представитель МВД, Министерства внутренних дел, Дакиев Рашид Микаилович. Почему мы подняли эту тему и решили провести круглый стол? Сирийский вопрос актуален как никогда прежде. Мы следим за тем, что происходит вокруг этого ближневосточного государства. И, как мы знаем, все началось с арабской весны и докатилось до Сирии. В каждой из стран Ближнего Востока, больше похожие на управляемые перевороты, проходила революция. И так дошла до Сирии. Сирия впала в полномасштабную гражданскую войну, к сожалению. И почему нас беспокоит эта тема? Потому что отголоски внутреннего сирийского противостояния могут затронуть и нашу молодежь, которая, не представляя реальные картины происходящих событий, может прийти к ложным выводам. Первый вопрос у меня к представителю общественной палаты Исе Магомедовичу. Иса Магомедович, является ли проблема сирийского кризиса проблемой для нашей республики? Я считаю, что она должна являться проблемой и для нас, и для других субъектов, особенно Северного Кавказа. Почему? Потому что, как мне совсем недавно стало известно, некоторые граждане нашей, молодые люди нашей республики, граждане нашей республики, тоже принимают сегодня участие в этом конфликте. Вот это мне очень сильно огорчает. Почему? Потому что как-то мне пришлось быть в этой стране. Наверное, это было то время, когда там был мир, покой, и там очень хорошо существовали люди разных национальностей, даже и конфессий разных. И при этом у них получалось жить вместе, дружно и без всяких конфликтов. Сегодня вот такая ситуация случилась. Я считаю, что в этой ситуации здесь, видимо, есть вина и наших средств массовой информации, общественных организаций, государственных структур всевозможных, которые своевременно не довели правду об этом конфликте и не показали тех скрытых пружин, откуда все это идет, кто стоит за лицом этого конфликта. Там сегодня происходит братоубийственная война, погибают люди, в том числе в основном мирные люди. А режиссура всего этого конфликта идет совсем с других стран. Там решаются свои геополитические задачи. Политики Запада сегодня никак не могут угомониться. Это череда уже этих конфликтов, войн сегодня докатилась до Сирии. И в этой ситуации я считаю, что нам сегодня надо как можно больше и чаще, и лучше освещать эти вопросы, доводить до нашего населения, до молодежи истинные причины, откуда, как появляются эти конфликты, кто является их инициатором, и таким образом предостеречь нашу молодежь. Почему? Потому что люди, которые сегодня выросли, родители, которые понадеялись на то, что завтра станут из этих молодых людей, станут опорой, подмогой им, а сегодня, не дай Аллах, они, если там получат ранения или еще хуже погибнут, это же большой урон, ущерб для всей нашей республики. Я поэтому призываю
и родителей быть внимательней, смотреть за молодыми людьми, и всех структур, которые могут вовлечь их или в спорт, или в работу, или в учебу, чтобы вот здесь как-то заниматься этими людьми побольше, чтобы у них увлечения были вот в этой плоскости. Занять молодежь, да? Да, занять полезным делом. А вообще общественная палата ведет в этом направлении какую-нибудь работу? У нас есть отдел в общественной палате, которым занимаются наши ученые, есть университеты. Они, естественно, занимались и другими. Мы заслушивали ряд вопросов на своих заседаниях. Но я вижу, поскольку мы сегодня собрали круглый стол, появилась новая тема, на которую надо обратить внимание. Мы со своей стороны тоже будем всячески обращать на это внимание, больше слушать, больше вникать в те вопросы, которые сегодня являются вот такими актуальными. Спасибо. А у меня следующий вопрос представителю МВД. Какая работа ведется в МВД в этом направлении? Калшин, я для начала хотелось бы отметить, что в МВД противодействие экстремизму и в целом противодействие экстремизму в сети уделяется и особое внимание. И одна из приоритетных задач для нас – это, конечно же, работа по противодействию экстремизму в сети. И для выполнения этой задачи проводится ряд мер, в которые входит также системный мониторинг интернет-пространства. В нашей республике мониторингом интернет-пространства занимаются не только МВД, но и Федеральная служба безопасности, прокуратура, Следственный комитет. Вот. Ну, касаемо интернета, мы работаем в двух направлениях. Это принятие профилактических мер для предупреждения и направленных на предупреждение экстремизма в сети. Вот. И второе направление – это уже пресечение, выявление, предупреждение экстремистской деятельности в глобальной сети интернет. Касаемо профилактики, нами проводится ежемесячно, мы, например, публикуем различные статьи, размещаем антиэкстремистский видеоматериал в интернете, в социальных сетях, где наша молодежь больше общается. Почему? Потому что именно социальные сети как бы больше распространены у молодежи, и они именно там себя проявляют. Вот. Также мы проводим информационно-разъяснительные беседы, проводим лекции, проводим семинары, круглые столы в школах, в вузах, в ФОКах, физкультурно-оздоровительных комплексах, рассказываем молодежи об опасности, которая может подстерегать их в глобальной сети интернет. Вот. Как бы все проведенные нами мероприятия, они направлены на повышение уровня знаний у молодых ребят, как бы подготовка их более, чтобы они ответственно к этому подходили, с осторожностью к этому подходили. И вот эти вот все мероприятия, они как бы способствуют решительно как-то вот так противостоять экстремистской деятельности вот в сети. Вот. И по поводу второго направления, это уже именно пресечение, выявление, предупреждение, пресечение экстремистской деятельности. Что хотелось бы сказать, что молодые люди часто в интернете встречают различные экстремистские материалы, вот, потому что их достаточное количество. Мы для того, чтобы такие материалы не попадали, не были в открытом доступе, и молодые люди не смогли просто так просмотреть их, мы, конечно, их выявляем и отслеживаем и принимаем меры для их блокировки. Вот вы сказали, что вы ведете работу в интернете.
Ну, как мы знаем, известные сайты, соцсети, Одноклассники, ВКонтакте, в Фейсбуке очень часто, заходя на эти сайты, мы видим, как молодежь призывает, допустим, остальных отправляться срочно в Сирию, или по WhatsApp мы получаем сообщения от определенных людей, допустим, что срочно нужно оставлять. Даже вот недавно читал сообщение от девушки, которая отправляла девушкам сообщение, призывала бросать своих мужей, своих родителей и срочно отправляться в Сирию. Вообще ведется, отслеживается вот такие какие-нибудь призывы, и к чему ведут эти? Есть опасность вообще в этом? И, допустим, при выявлении, кто отправляет такие сообщения, ему грозит что-нибудь вообще? Да, конечно. Есть случаи, когда люди, сами того не подозревая, наши молодые люди распространяют распространяя такие вот экстремистские материалы. Как хорошо известно, что в интернете есть много экстремистских групп, которые такие публикации создают, а наши молодые люди не по незнанию, просто размещая у себя на страничке такую публикацию, не зная, что за эту публикацию они могут понести ответственность, а как мы знаем, в соответствии с действующим российским законодательством, граждане, разместившие у себя, распространяющие вот такие вот экстремистские материалы, они подлежат, конечно, административной и уголовной ответственности. Вот. Опять же, хотелось бы сказать и отметить, что когда таких ребят и таких граждан ловят, они, конечно, говорят, что мы не знали. Были случаи? Конечно, есть случаи, мы работаем в этом направлении, и опять же, они говорят, что мы не знали и так далее, но, как мы все с вами знаем, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, опять же, хотелось бы предупредить нашу молодежь, чтобы акцентировали внимание на этот вопрос и уделяли этому вопросу размещение у себя на страничках где-то, независимо от того, являются ли они авторами этой публикации, видеоматериала, аудиоматериала, а также комментария, или они просто разместили с чужой странички у себя. С какого момента эта статья считается преступной? Ну, допустим, как вы определяете? Вот, допустим, иногда я захожу на Facebook и вижу, человек просто хвалит определенную группу, допустим, которая считается террористической. Она считается просто за то, что их хвалят преступные, или за то, что призывают? То есть там граница есть вообще какая-нибудь, за которую мы можем сказать, вот эта статья ваша считается преступной, а вот это... Знаете, все статьи, все публикации, все материалы, выявленные нами, они в обязательном порядке отправляются на экспертизу. И специальные учреждения, эксперты, они определяют, является ли данный материал, имеются ли в нем признаки экстремизма и преступно ли это. Если это, конечно, уже подтверждается, то, конечно, человек привлекается к ответственности. Ильяс Владимирович, у меня вопрос к вам. Вот, допустим, молодой парень приехал за рубежа, участвовал в определенном конфликте. Вот что ждет тех, кто участвовал в конфликте за рубежом? И были ли подобные случаи возвращения тех молодых ребят и задерживали ли? Ну, для начала нужно сказать о том, что с этого года введены поправки, вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, в особенности касаемо статьи 208. Это участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства, в ущерб интересам Российской Федерации. То есть в настоящее время эта статья вышла в новой редакции, и она предполагает уголовную ответственность и для тех лиц, которые участвовали в НВФ, скажем, на территории зарубежного государства, то есть вошли в состав вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством того государства, на территории которого это происходило. Есть уже судебная практика, то есть по стране было несколько приговоров первых, и у нас в республике тоже есть был один случай, когда гражданин России, житель Ингушетии, вернулся оттуда
как бы и в ходе следствия была доказана его вина, и он в настоящее время приговорен к 1 году лишения свободы. Вот. Ну, в беседах, скажем так, и с правоохранителями, и там, с родственниками своими, он неоднократно высказывал разочарование тем, что он там увидел, и он был доволен даже с приговором, то, что там 1 год всего ему дали, и говорил о том, что он увидел там совершенно не то, что ожидал увидеть. А вообще какая антипропаганда ведется этому? И вот были случаи, что люди хотели уехать, и вы узнали об этом и как-то остановили этих людей? Ну, касаемо пропаганды, да, Федеральная служба безопасности сейчас, в общем-то, старается принимать участие во всех и круглых столах, и дают комментарии. Неоднократно мы участвуем в заседаниях антитеррористической комиссии, везде созданная в районах Республики АТК, на которые выносится в том числе сейчас и этот вопрос. Я думаю, многие жители республики видели сюжеты на национальной телерадиокомпании «Ингушетия», посвященные вот сходам в Плиево и ВКЖ с участием молодежи. То есть мы стараемся сейчас и через Совбез, и непосредственно сами, и через Минац доводить эту информацию до молодых ребят. Что касается второй части вопроса, это... Были ли случаи тех, которые хотели уехать? Да. Ну, в данном случае были случаи, когда ребят, скажем так, перехватывали в аэропорту, но это единичные случаи. Вот, и, в принципе, они никакой уголовной ответственности не привлекались, поскольку преступления еще не совершили. И очень хорошо, что успели вовремя, скажем так, предотвратить все эти намерения. И после этого они даже благодарили, и родственники благодарили за то, что не дали им уехать и совершить глупость просто. Ну, как мы знаем, у нас в республике есть комиссия по адаптации. И, допустим, кто-то из участников конфликта в Сирии решил вернуться в нашу республику обратно домой. Он сожалеет, что вообще туда поехал. После того, как он вернется, что комиссия по адаптации делает, какую работу с ними проводит и какой совет можно дать тем людям, которые могут связаться с этой комиссией? Ну, во-первых, я хотел бы дать совет, что если уж ты совершил глупость, быть все-таки мужчиной и иметь мужество признаться, во-первых, в этом. И, скажем так, если есть желание действительно вернуться домой, в свои семьи и прочее, то никто им не обрубает, не сжигает эти все мосты. Весь этот вопрос стоит и на контроле у главы республики. Нет никакой... Молодежь-то, наверное, боится, что их ломать, бить, об стенку. Да, конечно. И так далее. Здесь не нужно, здесь я хочу к ним обратиться, чтобы они не делали из правоохранительных органов какую-то страшилку, поскольку такие вопросы у нас в республике, в общем-то, единичные, и они все стоят на контроле у руководства республики. В том числе возможен вариант провести это все через комиссию по адаптации. У нас было много прецедентов, когда людей возвращали из леса, и даже были прецеденты, когда они освобождались от уголовной ответственности. Вот здесь особо я хотел бы отметить, что статья 208 Уголовного кодекса, она именно предусматривает тот факт, что в случае добровольной явки в правоохранительные органы или органы власти, лицо, в случае, если его вина не будет доказана, он может быть освобожден от уголовной ответственности. В том числе комиссия по адаптации работает именно и для этого тоже. Но после того, как их освободили, нет никаких преследований, они работают. Были такие случаи, да? Да, были. Их устраивали на работу, их в случае каких-то угроз в отношении их переезжали, они в другие регионы, жили спокойно. Были случаи, когда родители сами проявляли свою инициативу, грубо говоря, под домашний арест, грубо говоря, их запирали на какое-то время, изолировав таким образом от этого окружения. И со временем парни нормально начали жить полноценной жизнью. А как вы думаете вообще, что их толкает к этому? С чего молодой парень собирает вещи и уезжает, допустим? Здесь факторов, наверное, много, и каждый из участников этого круглого стола, возможно, приведет свои доводы в этом сторону. Я считаю, что опасным моментом является то, что молодые люди еще, скажем так, отсутствует у них такое полноценное критическое восприятие. То есть многое воспринимается через эмоции. Максимализм. Да, такой юношеский максимализм, он, конечно, присутствует.
И фактором риска, на мой взгляд, является тот момент, когда они, ну, скажем так, попадают в среду, где их не контролирует семья, где они отрываются от республики, допустим, переезжают в другие регионы Российской Федерации, выезжают на учебу за границу, там, на какие-то спортивные сборы, мероприятия, и он оказывается один на один со своими проблемами, вопросами, и в ряде случаев он, к сожалению, эти ответы на эти вопросы получает не от тех людей, которых следовало бы получать. И по незнанию, как бы, он оказывается уже втянут вот в эти путы, скажем так, противоправной деятельности. Уважаемый ведущий, Да. вот в этой связи есть ведь и такие факты, когда те, кто бежал из Сирии, сегодня находятся на территории нашей республики. Эти люди не из чужих рассказов, а из собственными. Вы имеете глазами. в виду граждан Сирии? Или... Граждан Сирии, которые приехали и сегодня живут в этой республике. Есть у нас такие случаи? Да, да. Они известны. И было бы, наверное, очень полезно, продуктивно, чтобы эти люди вот сегодня вот тоже участвовали где-то в таком следующем, третьем, четвертом круглом столе и уже рассказывали, что там происходит, почему они вынуждены были оттуда уйти, почему убежали, вынуждены были стать беженцами. Вот их рассказ, наверное, это был бы наиболее такой доходчивый. По ситуации в Сирии мы видим, как неуправляемые группировки ведут конфликт между собой. Что вообще ученые говорят по этому вопросу? Революционная волна, которая прошла по некоторым арабским странам и застыла в Сирии, можно сказать, что это смута, предсказанная и пророком Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, от которой нас сам пророк предостерегал во множестве хадисах. И те жестокости, которые мы видим, которые проявляют и приверженцы этих группировок по отношению друг к другу, по отношению мусульман. То есть получается так, что мусульмане под исламскими лозунгами убивают друг друга. Да. То есть разделились на несколько групп. И даже те страны, которые изначально поддерживали, подстрекали повстанцев в Сирии, сегодня им все это начало, если можно так сказать, выходить немного боком. Потому что даже те народы, которые проживают сегодня в этих арабских странах, которые сами изначально все это поддерживали, они поняли, что действительно худой мир – это лучше доброй ссоры. Потому что там выйдет там несколько тысяч человек, и если они хотят свержения кого-то правителя, это не значит, что их нужно слушать. Потому что они сами сегодня жалеют об этом. Даже с самого начала вот, те арабы в Сирии, которые начинали революцию, я, по-моему, слышал, что они призывали и египетских революционеров, и остальных не доводить этого до войны. Конечно, неоднократно, да, я вот слушал и ученых, египетских ученых, и ливийских ученых, как они обращались к своему народу, как они их предупреждали, чтобы они не выходили, чтобы жили в спокойствии. В любом случае, там вот в это время, вот Ближний Восток сегодня не тот, который был несколько лет назад. Им даже во сне не снилось, что такое может сегодня там произойти. И вот исходя из этого, сегодня ученые, авторитетные ученые из Саудовской Аравии и Египта постановили такой эффект, что ИГИЛ, или ИГ, как в последнее время стал называться, не имеет никакого отношения к исламу, а наоборот является врагами ислама, потому что нет в исламе такой жестокости, которую они проявляют, и не может быть. И если человек хочет отправиться на джихад, у нас есть пример, когда молодой человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и спросил у него разрешения пойти на джихад, а пророк, алейхиссалату вассалам, его спросил: а живы твои родители? Он сказал: да. Когда с ними и усердствуй, то есть твой джихад заботится о своих родителях. То есть я могу сказать, что сегодняшний джихад нашей молодежи, это заботится о своих родителях в первую очередь. И муфтият Саудовской Аравии и муфтият Египта, они дали такой эффект, что ИГИЛ не имеет никакого отношения к исламу, что наоборот они являются врагами ислама. Магомед, а вот что можно сделать, чтобы предотвратить случай отправки молодежи в Сирию вообще? Какую работу лучше вести? Нужно просвещать молодежь, и нам нужно всем работать. У нас есть сегодня структура, не просто государственная структура, а есть совет по общественное объединение.
у молодежи есть вопросы. На эти вопросы нужно отвечать. Совет Тейпов же не решит этот вопрос, потому что направление-то идеологическое. Поэтому то есть Совет Тейпов же не обсуждается. Здесь было сказано о традиции, обычае, да, нужно прививать любовь к своей родине. Нужно объяснить, что правильно, что неправильно. А сегодня даже есть такой достоверный хадис, когда пророк спросили, алейхиссалату вассалам, если будет время, когда мусульмане будут разбиты на группы и не будет у них единой сплоченности, что делать? Пророк, алейхиссалату, сказал, если такое время будет, то возьми свой меч, ударь его о камень или о гору Ухуд, сломай его, сядь дома. То есть нужно им все это объяснять, что сегодня не нужно следовать каким-то эмоциональным проповедникам, которые призывают идти на джихад куда-то в Сирию или куда-то в другую страну. Но они же основываются на определенные аяты, вот, допустим, где аят в Коране «Вапатиль мушрикина», да, вот сражайтесь с многобожниками. Но этот аят, уже ученые говорят, он был ниспослан уже в Мекке, тут имеется в виду уже мекканские язычники, да. Именно мекканские язычники, поэтому если у молодежи есть вопрос, они могут и задать авторитетным ученым. Как говорит в Всевышнем Коране, «Фасалю ахля зикри ин кунтум ла та'алямун». Спросите знающих, если вы сами не знаете. На любой вопрос сегодня у нас есть и ученые, которые могут ответить на этот вопрос, разъяснить им ситуацию. Но здесь, можно сказать, и множество факторов. Да? И один из этих факторов, можно сказать, даже неопределенность, да? Может даже социальная неопределенность, может это и низкое религиозное образование, можно сказать. Ну, много факторов. Если говорить откровенно, Магомед, то, как мы знаем, в нашей республике вообще религиозные деятели, они труднодоступны. То есть тот молодой парень, который хочет задать вопрос, ему сложно добраться до религиозного деятеля. Обычно мы знаем, что после пятничной проповеди, если удастся нам встретиться с имамом, допустим, определенным, то это получится. Если нет, то мы его крайне редко и находим. Я бы дал такой совет. В каждую пятницу, чтобы каждый имам или до хутбы, или после хутбы в какое-то время, час или два, находился в мечети, то есть, чтобы ответить на вопросы людей. Или минут на 15-20 уже затронул бы любую тему, и на эту тему уже обратился бы к присутствующим. То есть выделить какое-то время именно в пятницу на вопрос и ответ. А так, допустим, я по этих фетвах я узнал через нашу газету «Эхсан». Главный редактор, который является Хасан, это газета, учредитель, который является и муфтият. То есть там были опубликованы эти фетвы. То есть молодежи нужно побольше, я не знаю, просвещаться. Экземпляров там мало, что-то мы не встречали. Ну, да, можно было бы их раздавать в каждую пятницу во дворе каждой мечети. Но это мы будем, насчет этого тоже мы поговорим с Хасаном. Хорошо. Так, у меня вопрос к Хасану. Хасан, вот недавно я читал фатву, изданную Духовным управлением мусульман Осетии по поводу Сирии. Есть ли фатва у нашего муфтията Ингушетии и будет ли вообще такая фатва именно по Сирии? Насколько я знаю, на сегодняшний день такой фетвы наш муфтият, наш духовный центр не издавал ни относительно Сирии, ни относительно каких-то других горячих точек. Перед тем, как перейти к освещению работы муфтията, я бы хотел несколько слов сказать именно о положении в Сирии, которое там находится. Да, вот. Как известно, ни одна из мировых религий, ни одна из авраамистических религий не призывает ни к насилию, призывает, наоборот, к умеренности, к добрососедству, добру и справедливости. Но во все времена и во всех обществах находились люди, которые пытались использовать религию в своих корыстных целях. Так как мы знаем из истории, именно под религиозными лозунгами происходили и крестовые походы, происходило и различные колонизационные войны, и так далее. И сегодня мы видим, что под религиозными лозунгами, прикрываясь религиозной ширмой, спекулируя на социальных проблемах каких-то, на неграмотности молодежи в вопросах религии, некоторые группировки, будь это экстремистские или сепаратистские, осуществляют свою деятельность. Это всегда было, есть и будет. Что же касается в Сирии, да, вот вы упомянули там войны Абу Бакра и так далее, и так далее.
Тут как бы никакой аналогии с тем, что происходит в Сирии, быть не может. Почему? Потому что, ну, во-первых, не всякая война, разрешенная война в исламе называется джихадом. К примеру, войны с повстанцами, войны с бугатами, это не попадает под категорию джихада. Это из категории хурубуль масалих, как называется по шариату. Что такое джихад именно, как их вот трактуют ученые? Это война, оборонительная война мусульманского государства против внешнего агрессора, который посягает на территорию, на государственный строй или угрожает вере. Вот это и есть джихад. А теперь, что происходит в Сирии? Да? Какая-то часть повстанцев выступила против правителя. Что по этому поводу говорит шариат, что по этому поводу говорит ислам, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Воздерживаясь от своих оценок, приведу просто одну цитату. Хадис пророка, который передает имам Муслим. Пророка спросили, алейхиссалату вассалам: «Я наби Аллах, о посланник Аллаха, аруайта ин камат алейна умара, ясалуна хаккахум, ва ямнауна хаккана». Если над нами станет правитель, который будет требовать от нас выполнения наших обязательств, наших обязанностей, но не будет выдавать нам то, что нам полагается, соблюдать наши права. «Фама та'муруна», что ты нам прикажешь в этом случае? «Фа'арада анху», пророк не ответил ему. И после того, как он второй или третий раз спросил, пророк сказал: «Исмау ва ати'у», слушайтесь и повинуйтесь. Слушайтесь и повинуйтесь. «Фа'иннама алейхи ма хуммилу ва алейкум ма хуммильтум». То есть они несут ответственность за то, что возложено на них, вы несете ответственность за то, что возложено на вас. И таких хадисов очень много. Хасан, ну, допустим, здесь же в хадисе речь идет о правителе мусульман, правильно? Да, я так понимаю. правителе мусульман, конечно. Ну, сейчас те группировки, которые там сражаются, они же не относят правителя Сирии именно к мусульманам. Вот то, что... Так как выносят решение, что он не молится, не постится, то есть не выполняет обязательства мусульман и так далее, и относится, ну, к определенной, допустим, ветке. То, что вот именно эта группировка конкретно, или одна, или две, или несколько группировок вынесли такфир или считают, что он не является правителем мусульман, это не значит, что он выходит из ислама и что он действительно не является правителем. Кто такой правитель мусульман? Это правитель, которого выбрали все мусульмане или выбрала какая-то группа, которая уполномочена мусульманам для этой цели. Более того, к примеру, об этом пишет Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути в книге «Аль-Джихад кайфа нафамуха ва кайфа нумарисуха». Более того, если даже какой-то человек силой захватывает власть и утверждается в этой власти, то выступать против него также запрещается. Почему? Потому что по правилу шариата юхтар мин ахафа шаррейн, из двух зол убирается меньшее. Если этот правитель утвердился, он обладает уже силой, и выступление против него может привести к большим последствиям, то выступление против этого правителя считается уже запрещенным по шариату. И таких хадисов очень много. И единственное исключение, когда против правителя разрешается выступить, это хадис, в котором говорится: если только вы увидите явное неверие, на которое у вас будет довод от Аллаха. То есть там ставится 5 условий. Первое – это неверие, то есть не какое-то нечестие, то, что там притесняет кого-то, нарушает права человека и так далее, и так далее. Нет, неверие. Второе условие – это неверие должно быть явным, которое не может быть как-то истолковано иначе. Третье – это условие вы увидите, то есть мы должны узнать об этом, увидеть своими глазами или узнать истинным знанием, а не из каких-то там роликов, смонтированных из Ютуба и так далее, и так далее. Четвертое, на которое у вас должен быть довод от Аллаха, то есть из Корана. И пятое условие, даже вот если есть эти 4 условия, которые разрешают выступить против правителя, должно быть пятое условие, должна быть сила для того, чтобы свергнуть этого правителя, который совершает явное неверие. И если же не будет такой силы, то за войну против него последует больше зла, чем до того. Вот это фетва Ибн Усаймина, которого он вынес. Поэтому в Сирии ни одно из этих условий не выполнено. Это одно. Во-вторых, даже если все эти условия выполнены, то в Сирии, как мы знаем, действует Джейш аль-Хур, свободная армия, Джубхатун Нусра, Дауля аль-Исламия. Да. Какая из этих группировок ведет джихад? Какой из этих группировок мы примкнем? И на чем строится наша оценка, что именно вот эта группировка является вот на пути истинного джихада? Они конфликтуют между собой. Да, там существует несколько сил, которые ведут войну всех против всех.
Кто не с нами, тот против нас. Тот против нас, да. Но И сейчас, поэтому- допустим, если зададут вопрос, а кто должен вынести этот такфир в наше время? Сейчас, То есть вот хорошо. мы кого из ученых должны прислушаться, который должен сказать, да, этот человек является неверующим, и мы не обязаны ему подчиняться? Во-первых, вот перед тем, такфир не выносится коллективно. Такфир может быть вынесен только индивидуально по одному конкретному. Речь идет о правителе, допустим, да? И если это правитель, то это должно быть обоснованное решение признанных на сегодняшний день признанных ученых ислама, а не какого-то самозванного шейха и так далее, который признается только одной группировкой. Это пускай будет решение официального духовного управления там, или Саудовской Аравии, или Египта, или той же Сирии. Или той же Сирии, или совместное решение там, богословов из различных стран, которые они, заслушав, дав оценку с точки зрения шариата, и это решение должно быть обосновано, а не какое-то эмоциональное или так далее. Объявление джихада – это является прерогативой именно правителя исламского государства. Джихад не может быть объявлен правителем каким-то руководителем какой-то группировки. Почему? Потому что если какое-то государство объявляет джихад, и у него не хватает возможностей, сил для победы в этой войне, то автоматически эта обязанность переходит к сопредельному мусульманскому государству, да, пока оно не охватит всю мусульманскую умму. И понятно, что вот вопросы такого масштаба, такие глобальные вопросы не могут быть доверены какому-то руководителю какой-то группы самозванной. Это, более того, раньше это было вопросом прерогативой халифа, а сегодня ученые говорят, так как нет единого правителя мусульман, это вопрос должен решаться совместно правителями, мусульманскими правителями, потому что этот вопрос касается всех их. Раз. Ты хотел дополнить? Я хотел сказать, что если там правитель не молится, это не значит, что нужно переходить и сражаться против него. Если он не будет запрещать жителям своему государству молиться, вот это уже причина. И даже если, допустим, правитель не мусульманин, в этом государстве живут какое-то мусульманское общество, они совершают все свои религиозные обряды, и даже здесь нет никаких предпосылок. То есть нет никакой причины выходить против этого правителя. И мы знаем, что на конференции, которая прошла в Дагестане, международная конференция, там постановили, что даже у нас в республиках Северного Кавказа нет никакого основания для ведения джихада, так как живут мусульманские общества, которые совершают все свои религиозные обязанности, и никто им это не запрещает. То есть все религиозные обряды не совершаются. Вот этот довод, возможно, будут ошибки, возможно, мы будем правы, возможно, мы ошибемся, но не скажем, что мы попадем в ад, но это не выдержит никакой критики. Почему? Потому что вот самая большая милость Аллаха верующим после его веры, конечно, это его жизни. Вот так безрассудно распоряжаться вот этим даром, который будет спрошен, по которому у тебя будет спрос в судный день. То есть одной искренности недостаточно. Вы правильно подметили. Для того, чтобы вот любое деяние человека было воспринято Богом, должно быть два условия. Первое – это искреннее намерение, второе – чтобы оно соответствовало шариату. Вот пример убийца Али. Вот убийца Али, который считал, что он выполняет богоугодное дело. Против Али, взятие пророка, алейхиссалату вассалам, и двоюродного брата, которому еще при жизни был обещан рай, они выступили с войной, считая, что на праведном пути. Поэтому то, что они считают, что они правы, это еще ничего не означает. Просто вот молодежь, был бы призыв молодежи, что перед тем, как предпринимать вот такие шаги, такие вот судьбоносные решения принимать, как бы они взвешивали все как бы на весах шариата, выслушивали как точки зрения за и точки зрения против. И действительно искренне ответили самим себе просто, хотя бы перед Аллахом, на что они идут и какое воздаяние им ожидается в судный день. Насчет работы муфтията, да, вот было сказано, что имам очень сложно застать после пятничных хутб и так далее. Возможно, это действительно и так. Но... Ну, мне, по крайней мере, часто обращается молодежь и говорит, тут и обращаться некому, потому что найти их очень сложно. Во-первых, обращаться есть всегда к кому было бы желание.
Духовный центр в любое время открыт, и любой человек может туда прийти, спросить, задать интересующие вопросы. Что касается имамов населенных пунктов, да, действительно, можно их и трудно застать. Но почему? Тут как бы дело еще в нашем менталитете. Любое решение, происходящее в селе, не решается без участия этого имама. Будь то свадьба, похороны и так далее, и так далее. Имам иногда даже, выходя утром из дома, попадает только поздно ночью домой. Поэтому у него чисто физически может не хватать времени. Но это как бы по-любому, если есть такая постановка вопроса, есть такие пожелания, то желательно, чтобы они находили время для общения с молодежью и ответов для их вопросов. Но еще раз повторяю, духовный центр в любое время открыт, и любой желающий может зайти туда. Допустим, вот молодой парень, который хочет в Малгобеке узнать вопрос, допустим, ответ на определенный вопрос, он не приедет в магаз. Может быть, все-таки имаму было бы полезно или посоветовать имаму, чтобы в неделю один раз после определенной молитвы, допустим, час или два уделял мечети. Еще раз говорю, если есть такая проблема, то, конечно, ее надо решать и как-то выходить из этой ситуации. Раз. Но, во-вторых, есть еще какая проблема. Очень низкий уровень доверия на сегодняшний день, особенно у молодежи, не только к имамам, к официальному духовенству, к общественным организациям, органам государственной власти, может быть, это уже их проблема? Правоохранительным органам. Почему? Потому что для того, чтобы как-то кого-то завербовать этих молодых людей, сначала надо подорвать их недоверие к духовенству. Мы сейчас говорили о молодежи, о молодых ребятах, которые могут пройти в мечеть, а то, что касается молодых девушек. То есть девушка не придет в мечеть задавать вопрос. Иногда бывают личные проблемы, семейные проблемы. Есть ли у вас телефон доверия какой-нибудь, допустим, муфтият, чтобы девушка могла позвонить, рассказать свою проблему? То есть очень часто девушка не хочет показать своего лица или показывать лица, или говорить свою фамилию, имя, чтобы как-то это анонимно осталось. Действительно, такой, к сожалению, телефон пока у нас не работает, так как с переездом когда не налажена телефонная линия, а до этого такой номер был, он работал. Кроме того, сейчас на радио Ангушт есть телефон доверия, когда любой человек может просто позвонить, задать интересующий себя вопрос и получить исчерпывающий ответ. В наших мечетях, как правило, обычно стандартные темы поднимаются. Я, например, не слышал ни в одной мечети тему экстремизма. Может быть, я в эту мечеть не проходил, я не знаю, но в тех мечетях, которые я посещаю, тема экстремизма, радикализма или тема даже того же джихада, просто объяснить, что такое джихад, в каких условиях он ведется, этого не было. Вообще, рекомендуется ли имамам от муфтията такие темы поднимать? Выбор темы проповеди, это остается прерогативой имама. Имама как-то... Да, мы понимаем, что они в муфтият не навязывают. Не навязываются, все-таки но рекомендуется учитывать те актуальные проблемы, которые существуют на сегодняшний день в республике, будь это у молодежи или каких-то других категорий населения, конечно, рекомендуется. Так. Хорошо, у меня следующий вопрос представителю комитета по делам молодежи Магомеду. Магомед, какую работу ведет комитет по делам молодежи в этом направлении? Говоря о таких социальных негативных явлениях, которые происходят в мире, к большому сожалению, в данных явлениях участвует молодежь. И, соответственно, мы, как сотрудники, работники комитета по делам молодежи, планируем и работаем в этом направлении, чтобы организовать какой-то досуг молодежи, направить их в правильное русло. Говоря о мероприятиях, которые мы непосредственно проводим для молодежи, мы делим его по иерархии. Сперва у нас районные, городские, республиканские, северокавказские, общероссийские и международные мероприятия, где у нашей молодежи мы даем возможность участвовать. Говоря в частности о мероприятиях, очень много мероприятий мы проводим спортивной направленности. То есть это кожаный мяч, воркаут-площадку мы начали очень сильно развивать. Интеллектуальные мероприятия мы проводим. Подобного рода круглые столы на актуальные темы, касающиеся молодежи, мы очень часто проводим. Также мы в большом объеме проводим работу, касающуюся развития волонтерского движения, чтобы занять молодежь
Также мы в процессе своей работы сейчас начали большое внимание уделять молодежи, это само собой обучающаяся молодежь, и так называемой дворовой молодежи, где нигде не учится, не работает. То есть это молодежь, которая находится в группе риска. И вот для них мы специально в Назране, в Назрановском районе и в городе Магаз создали воркаут-площадки, где в вечернее время и свободное время они могли заниматься какими-то спортивными мероприятиями. Сейчас мы ведем работу, составляем соглашение с муниципалитетами, чтобы создать при администрации районов и городов клубы по интересам. Чтобы молодой человек, которому более интересны какие-то спортивные, более спортивные склонности у него есть, чтобы он мог заниматься какими-то своими спортивными. Если у него более какие-то интеллектуальные, будь то эти шахматы, шашки, или просто участвовать в своей игре, что, где, когда, чтобы создать площадку для общения для них. И говоря вот о результатах проведения мероприятий, вот мы проводим, взять, если спортивный кожаный мяч, то наши старшеклассники, если брать, то они, получая, уже достигли результатов, призовые места занимают в северокавказских и общероссийских каких-то форум спортивных мероприятий. Говоря об интеллектуальных мероприятиях, наша сборная по интеллектуальным играм занимает тоже призовые места общероссийских каких-то конкурсах, где участвует только единственная наша команда из Северного Кавказа. Также хотел сказать о форумах, которые мы проводим. Форум Таргим, они в этом году уже и предыдущие годы уже стал международным. То есть к нам уже ездят, мы увеличим число наших молодежи. Но все-таки критика там идет по поводу Таргима, что одни и те же лица постоянно высвечиваются на камерах. Все-таки там, может быть, есть какая-то проблема в том, что слишком часто одни и те же люди участвуют. Расширяете вы круг приглашенных? Мы всегда расширяем, но говоря об одних и тех же лицах, мы тоже должны понимать, что есть люди, которых мы уже не первый год о нас показывают, они растут, начиная от волонтерства, потом становятся руководителями волонтерских отрядов. Мы их тоже дальше развиваем, но, соответственно, мы на замену им берем более молодое поколение. И, конечно, когда нужно давать интервью, люди, которые просто вчера только пришли, они стесняются, и у них каких-то свой психологический барьер, их меньше видно. А так мы стараемся всегда, и у нас это основная цель, чтобы по максимуму побольше людей взять новых. И учитывая, что у нас в республике, может, эти цифры, может, я назову неправильно, около 200 тысяч молодых людей, которые считаются, а сотрудников комитета у нас всего лишь 19. И учитывая, что из них же и техперсонал. И у нас по каждого сотрудника получается по 10 тысяч молодых людей, и, соответственно, мы не сможем столько молодежи за время это обработать, показать, привести. Имеется в виду нашу молодежь? Да, именно в республике Ингушетия. Да. Где-то 180, начиная, просто точно цифры пока мне неизвестны, от 180. Магомед, мы понимаем, что вы стараетесь занять молодежь чем-нибудь полезным, чтобы они не отнимали свое время на бесполезные дела. А именно мероприятия по противодействию экстремизму проводятся какие-нибудь? Допустим, собираете вы ученых, религиозных, молодежь, чтобы они вели какую-нибудь дискуссию, или проводите какие-нибудь религиозные мероприятия? Все мероприятия, которые мы проводим, вначале мы стараемся провести какую-то агитацию, обращаемся с молодежью, чтобы они мирно жили. Также комитет именно в этом направлении сотрудничает с общественными организациями. Если брать, к примеру, Общественный фонд социального развития «Генезис», у них проходит сейчас региональный проект вместе, который называется, я сам непосредственно был приглашен на тренинги, которые они проводили. И вот на данных тренингах мы видели, как проходят разные лекционные материалы, касающиеся межконфессионального диалога, межкультурного диалога, межнационального диалога. И молодежь, недавно у нас прошел тренинг,
Там обучали детей мирно, молодежь, и были представители практически всех субъектов Северного Кавказа и двух религий, которые между собой, обучали их мирно решать какие-то конфликты, сложившиеся, будь то они бытовые, то более глобальные. И вот подобного рода мероприятия мы проводим, но в процессе мы планируем больше акцент сделать. Какую-нибудь именно литературу, призыв, допустим, буклеты непосредственно сам комитет разрабатываемый, а говоря о сотрудничестве с общественными организациями, вот общественный фонд создал «Генезис», буклет «Ислам, религия мира и согласия», в котором все действительно доведено, чтобы простой обыватель, можно сказать, молодые люди, которые не имеют какого-то специального религиозного образования, мог бы прочитать это, действительно получит ответ на интересующие его вопросы. Также брошюрки, буклеты и различную литературу, которую выпускают примерно тот же самый «Генезис», мы смотрим, распространяем и сами непосредственно планируем начать именно агитационную работу. Я хотел задать вопрос всем здесь присутствующим. Может, или кто-нибудь после этого захочет дополнить. Все-таки вот та молодежь, которая хочет уехать в Сирию, часто говорят, что проблема социального развития. Но мы видим молодежь, все-таки, у которых социальное положение очень хорошее, которые очень неплохо живут в этой республике, и собираются уходить в лес и уезжать в Сирию. Конкретно, что толкает эту молодежь все-таки на то, чтобы оставить все, что у них есть, и покинуть республику, то есть уехать в горячую точку? Я могу сказать, во-первых, вот все эти ролики, которые мы видим, насилие, которое проявляется к мусульманам, вот это уже и еще и пропаганда, какая-то обработка, и когда молодой человек слушает кого-то эмоциональной мамы, что надо обязательно туда ехать, и приводят аяты, приводят хадисы, которые неуместные абсолютно. И действительно убеждают его. Уезжать из-за религиозного убеждения. Конечно. Чисто из-за религиозного убеждения, я так считаю. И здесь ему нужно понимать, что он может реализовать себя здесь, дома, потому что его родители не захотят для него зла никогда в жизни, даже его родственники не захотят для него зла. Поэтому заботьте о своих родителях, слушать своих родителей, слушаться своих ученых, своих авторитетных людей, потому что каждый хочет, чтобы его семья или его республика она развивалась. То есть пусть устанавливает шариат у себя дома? Конечно. В первом нужно начинать с себя. Как сказал один мыслитель, люди будут говорить о вере, сражаться за нее, но никак жить по ней. Поэтому, говорить, спорить, сражаться легче, чем жить на самом деле. Поэтому борьба с самим собой, это является самым большим джихадом. Это и есть джихадуль акбар. Причины и социальные, и экономические, кого-то завлекает финансами какими-то, но основная масса, действительно уходит туда по религиозным убеждениям. Причина какая? Это, во-первых, как я уже сказал, неграмотность в вопросах религии, низкий уровень образованности, низкий уровень культуры, и, во-вторых, видя то состояние, в котором сегодня находится мусульманская умма. То, что им показывается, эта романтика, которую они видят на роликах, на пропагандистских, и то, что происходит в действительности, в реальности совсем разные вещи. И даже если бы это был действительный джихад, человек, который тут не может вовремя встать на молитву, он не сможет там вести этот джихад. Если у вас есть желание дать совет молодежи, то есть что они должны конкретно делать, и чтобы не отправляли в Сирию? Слушаться родителей. В первую очередь начинать с того, чтобы внимать советы родителей, прислушиваться к ним и исполнять свои сыновий долг перед родителями, в первую очередь. Я бы хотел сказать, чтобы именно наши ребята не велись на поводу таких экстремистских групп, экстремистов, преступников, анализировали, осознавали свои действия, свои поступки. И я думаю,
И мы будем, и общественные объединения все, я думаю, и государственные структуры тоже должны как-то объединиться и тоже помогать им, вот так же вот разъяснять, показывать, что это неправильно, что это плохо. Нужно чаще, конечно, собираться и обсуждать актуальные для нас вопросы. Вот, и тем самым помогать нашей молодежи, не оставлять их наедине с самими собой. Ну, органы власти республики сегодня проводят огромную работу для того, чтобы занять молодежь. И мы, я думаю, что ни для кого не секрет, мы видим позитивные изменения последних лет, когда и какие-то проявления экстремистского, террористического характера все-таки их становится меньше. И молодежь тоже должна это видеть, как бы, и не только критически там относиться к деятельности органов власти, хотя это тоже должно быть здоровая критика, она всегда должна быть, но и самим принимать участие в этой работе. В республике большой задел на будущее. Республика развивается плодотворно, и огромное количество еще предстоит сделать. Поэтому если они будут не только как бы мы к ним будем идти, но они к нам тоже будут тянуться. Я думаю, что в итоге будет достигнут определенный консенсус, и их будут задействовать, и они смогут сделать замечательную карьеру в спорте. Мы на сегодняшний день видим, гордимся своими республиканскими спортсменами, у нас есть олимпийские чемпионы. Наверное, нужно равняться им на них, тянуться, становиться такими успешными людьми. И в других сферах, не только в спорте, у нас есть успешные люди на сегодняшний день. Так что я думаю, что нужно обращать взгляд и туда тоже, и советоваться 1000 раз подумать, а потом еще раз 1000 подумать. Вот мое мнение. Я благодарю наших участников круглого стола, наших гостей за то, что уделили нам внимание. И надеюсь, что наши телезрители извлекут пользу из нашего круглого стола. Со своей стороны хочу обратиться к молодежи, чтобы прежде чем подумать о том, чтобы куда-то уехать или где-то участвовать в каких-то конфликтах, подумайте 1000 раз и создайте этот шариат у себя дома. То есть воспитайте себя для начала в исламе. Получайте образование в религии, как пророк Мухаммад нас призывал к тому, чтобы мы учились. И Аллах, ведь Всевышний в Коране говорит: «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи уляма». Поистине из числа его рабов больше боятся знающие Аллаха. Поэтому призываю вас к тому, чтобы получать знания, взвешивать и, соответственно, следовать своему знанию. Устанавливайте шариат у себя дома. Благодарю вас. Спасибо вам большое.